Корреспонденты интернет-изданий, ведущие новостей и газетные обозреватели решили выяснить, кто из них больше достоин звания «Мистер СМИ». Первый конкурс среди мужчин-журналистов стал частью фестиваля «Пресса земли Аланхо». Кроме стандартных этапов визитки и спортивного конкурса, 8 участников продемонстрировали свои таланты. Песня, фокусы, танец или игра на гитаре. Каждый из парней показал, на что способен. По мнению организаторов, «Мистер СМИ» – это необычный конкурс красоты. В первую очередь участники – журналисты, поэтому жюри оценивает и профессиональное мастерство. Один этап – это творческий конкурс, то есть они заранее уже сдали свои работы, публикации, кто на дисках, тележурналисты, да. Творческое жюри уже это посмотрело, ознакомилось, и уже они выставили баллы. Особого внимания заслуживают группы поддержки конкурсантов, выпускающие редакторы, корреспонденты, фотографы и операторы. В этот день они простые зрители. У каждого есть плакаты и кричалки, все для того, чтобы повлиять на жюри и таким образом повысить шансы на победу для участника, за которого они болеют. После всех этапов члены жюри ушли в совещательную комнату. Обсуждение выдалось жарким, и спустя час стало известно имя первого мистера СМИ. Титул и главный приз, поездку в Сочи на фестиваль журналистов, получил Николай Бестинов, выпускающий редактор газеты «Спорт Якутии». Участвовать в конкурсе он решил не сразу. Победе искренне рад. Еле-еле согласился я участвовать, потому что мне уже в этом году 31 год исполняется, поэтому все участники были молодыми. Ничуть не жалею, что участвовал в этом прекрасном конкурсе. В конкурсе участвовал и наш коллега, ведущий новостей НВК «Саха» Павел Танин. Он удостоился одной из самых почетных номинаций «Лучшая журналистская работа». В качестве приза Павел получил новенький ноутбук. Журналистская работа, я на нее вообще даже ставку не ставил, потому что я уже 1,5-2 года занимаюсь конкретно ведением новостей в студии. То есть у меня сюжетов мало становится. Единственная рубрика авторская, возможно, и хэштег «Интересно», смотрите. Возможно, за нее я получил именно вот эту номинацию. Каждый из участников конкурса не остался без утешительных призов. Однако самое главное – это привлечь внимание к профессии журналиста, в том числе молодых людей. Не секрет, что во многих СМИ, будь то телевидение, радио или газета, давно большая часть коллектива – женщины. Конкурс «Мистер СМИ» показывает, что мужчины-журналисты – это хорошие специалисты и ценные сотрудники. Александр Лысак, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск.